Села Удмуртия на связи. Интернет в малонаселенные пункты проводит Ростелеком по программе устранения цифрового неравенства. Провайдер устанавливает базовые станции. А чтобы проверить качество подключения, мы отправляемся в деревню Алказы Якшурбудинского района. Там пару недель назад появилась мобильная связь. Когда-то жители деревни Алгазы ходили пешком в соседние Старые Зятцы, чтобы подключиться к интернету. А с появлением базовой станции они без труда могут поговорить по видеосвязи и пользоваться соцсетями. Проще стало и учителям. Сейчас у нас дети в свободном доступе могут пользоваться и работать в сети интернет как во время урока, так и во внеурочное время. Легче стало работать, и уроки стали гораздо интереснее. Дети довольны, мы тоже довольны. И не только алгазинцы получили устойчивую связь от Ростелекома. В 2022 году она появилась в 16 деревнях от севера до юга Удмуртии. Такая базовая станция позволяет закрыть, в принципе, среднюю деревню полностью. Она обеспечивает радиус 3 километра устойчивым сигналом LTE, это интернет, и до 10-11 километров сигналом 2G, то есть это телефония. По федеральной программе устранения цифрового неравенства жители сами выбирают, в каком населенном пункте появится базовая станция. Заявку отправляют через госуслуги или почтой в Министерство цифровизации. У нас сейчас квота есть на 2023 год, это 40 базовых станций, за которые граждане прямо сейчас проголосовали, и подводятся итоги, обработка результатов и инструментальное обследование. С каждым годом в Удмуртии остается меньше белых пятен по подключению связи, что в разы облегчает жизнь села.